Если верить прогнозам ученых, кладезь воды в виде ледников в Кыргызстане меньше чем через 50 лет может сократиться вдвое. Такие удручающие предсказания приведут к острому дефициту воды во всей Центральной Азии. Чем объясняется такой прогноз и в каком состоянии ледники Кыргызстана сегодня? Об этом наш следующий материал. Силам природы не противостоять. Западные кыргызстанские специалисты предсказывают настоящую катастрофу, так как таяние ледников ускорилось, а это может привести к нехватке воды. Согласно исследованиям, в результате потепления ледяные вершины Тянь-Шани к 2050 году могут растаять наполовину. Вот это годовая температура воздуха на метеостанции Тянь-Шань. Это возле Кумтура. Наблюдение ведется с 1930 года и по настоящее время. Во время войны тоже вели наблюдение. Видите? Значит, в 1930 году средняя годовая температура была где-то минус 8,2, грубо говоря. А в 2011 году уже температура стала более, где-то около 6,7, минус 7 градусов. То есть температура повысилась с 30 по 2011 год на 1,2 градуса. Это о чем-то говорит? За последние полвека ледники Тянь-Шаня стали меньше как в своей массе, так и по площади. В 2000 году ученые Кыргызстана провели исследования. Они проверили изменения температуры, осадков, испарения и влажности. Благодаря анализам удалось оценить изменение количества ледников, их площади и объема. Результаты оказались красноречивы. За 50 лет количество ледников сократилось на 326 единиц, а общая площадь уменьшилась более чем на 1 квадратный километр. Сейчас ученые снова проводят наблюдения. Работа трудоемкая, а главное не быстрая. У нас 3 подхода наблюдения за ледниками. Это первый подход с помощью абляционных реек. Смотрим, как же ледник тает, а порядка контролируем. Второй подход. Мы проводим альбедосъемку. Альбедо – это отражательная способность снега и льда. Мы с ледников, со снега, точнее говоря, который за зиму накопился на ледниках, отбираем пробы снега на пыль. То есть определяем концентрацию этой пыли в ледниках. Ледники играют важную роль в круговороте воды в Центральной Азии. Летом, когда осадков в регионе практически нет, именно таяние ледников обеспечивает значительную часть речных стоков. С исчезновением ледников в вегетационный период возникает острая нехватка воды, в том числе и у наших соседей – Кыргызстана и Узбекистана. Но наблюдения московских ученых немного успокаивают. Не на всех ледниках Кыргызстана все так критично. Значит, состояние ледников в Кыргызстане, оно разное. В целом, конечно, все ледники сокращаются, как и везде в мире. Но темпы сокращения ледников в Кыргызстане, они не одинаковые, и они очень сильно зависят от района. Если мы говорим про запад и север республики, то есть про Киргизский хребет, про Таласский, Алатау, ледники сокращаются очень быстро. Если мы перемещаемся в районы внутреннего Тянь-Шаня, например, массив Акширак, то темпы сокращения средние. А если мы уходим на восток, в район ледника Энельчек, то темпы сокращения ледников там низкие. Это связано, естественно, исключительно с климатом. И все же, хотя и степень таяния и зависит от расположения ледника, оно остается проблемой. И прогноз специалистов звучит угрожающе. Если с таким темпом будет происходить деградация ледников, то в 2025 году по этому климатическому сценарию, да, то есть если при повышении температуры на где-то около 5 градусов, сокращение осадков и красным обозначены ледники, которые могут исчезнуть. А если по этому климатическому сценарию, самому худшему сценарию, да, то в 2100 году останутся только крупные гиганты ледники. Все остальные могут исчезнуть. Впрочем, возможен и обратный процесс. По одному из прогнозов, к 2030 году солнечная активность сократится и начнется новый ледниковый период. Но все же, если тенденция таяния не прекратится, то экономика многих стран Центральной Азии пошатнется, так как в ее основе лежат водные ресурсы Тянь-Шаня и Памир-Алая. От горной воды зависит продовольственная безопасность всего региона. И, как отмечают эксперты, даже если в окрестностях ледников не будет функционировать ни одно производство, это не остановит неминуемую деградацию ледяных глыб. Ведь сопоставить деятельность человека и мощь природы просто невозможно.